Легконогий, благородный красавец северный олень, истинное украшение тундры и тайги. Как удалось нашим предкам приручить его и подружиться с ним? Это огромное чудо и величайший дар. Сегодня оленеводством в Якутии занимается в 13 районах. Порядка 1000 человек работает в отрасли. Это тяжелый труд во всех смыслах, много проблем и трудностей. Оленеводство – это скорее образ жизни всех северных народов. Оленные люди – настоящие патриоты и герои своего времени. После 8-летнего перерыва в марте этого года в столице прошел долгожданный праздник «Слет оленеводов» и 4-й съезд оленеводов Якутии. К этому событию предшествовала серьезная подготовка. Шили праздничную одежду, готовили оленей, делали заготовки национальных блюд. Оленей везли в Якутск на самолетах и машинах. Многие жители Якутска еще помнят те дни, когда по центральной улице прошел парад оленеводов от Зеленого луга до городского ипподрома. Красивые, гордые оленеводы со своими упряжками тогда покорили сердца всех. На обветренных лицах играла улыбка, и впервые в истории люди с оленями упряжками шли по асфальту улиц столицы края. Первым деловым мероприятием съезда оленеводов стал круглый стол на тему «Северное домашнее оленеводство в Республике Саха-Якутия во второй четверти 21 века. Состояние, проблемы и перспективы». Оленеводы имели возможность рассказать о своей жизни, о проблемах и достижениях непосредственно членам исполнительной власти. В основном вопросы касались заработной платы, оленьих пастбищ, о взаимоотношениях с промышленными предприятиями, которые сегодня вторгаются на оленьи пастбища и маршруты. Ставили также вопросы чипирования оленей и разведения оленегонных лаек. Есть улус и хозяйства, которые рассказали о своем успешном примере. Например, Устьянский улус рассказал о примере, который привел к увеличению поголовья. Момский улус за последние 3 года достаточно хорошую работу проделал, и во многих хозяйствах поголовье увеличилось. Такие опыты очень интересны для других улусов и других хозяйств, которые могут перенять этот опыт уже для себя. Ну, такими наиболее острыми проблемами в рамках круглого стола были обсуждены, во-первых, взаимодействие с промышленными компаниями. Это, наверное, вопрос номер 1. Это интересы родовых общин, напрямую затрагивается с промышленным освоением нашей республики, проезд технологического транспорта, прокладка линий электропередач, разработка карьеров, месторождений. Это все напрямую сказывается на развитии оленеводства. Мы услышали, что эта проблема сегодня остается острой, и здесь необходимо нашему профильному министерству, Министерству промышленности и геологии, играть такую ключевую роль, координирующую роль, который должен собирать за одним столом и промышленные компании, и оленеводческие хозяйства, обсуждая интересы тех или иных сторон. И мы считаем, что промышленные предприятия, независимо от форм собственности, независимо от объема добычи, должны оказывать социальную поддержку именно родовым хозяйствам, общинам, оленеводческим хозяйствам. Именно в таком случае мы можем развивать оленеводство, потому что понятно, что промышленное освоение затрагивает интересы всех этих хозяйств. Ну и, конечно же, второй вопрос – это кадровая обеспеченность. Сегодня услышали из доклада министра о том, что по сравнению с 2010 годом количество занятых в оленеводстве сократилось в 2 раза. Вот с этим нам необходимо работать, повышая престиж оленеводства, повышая заработную плату, повышая социальную гарантию. Эти вопросы были обсуждены сегодня в рамках круглого стола. По итогам мы сформулируем наши рекомендации, которыми будем руководствоваться в течение своей работы за предстоящие 5 лет.
Во второй половине дня состоялось пленарное заседание съезда в зале Республики Дома правительства. В торжественной обстановке председатель правительства Кирилл Бычков вручил заслуженные награды и звания знатным оленеводам. Была принята резолюция съезда, в которой аккумулированы все основные вопросы оленеводства и которая станет важным документом на ближайшие несколько лет. Также единогласно был избран председатель правления Союза оленеводов Республики. Им остался предыдущий председатель Альберт Колесов. Впереди ожидает еще больше работы, но делегаты съезда настроены по-деловому и с оптимизмом смотрят в будущее. Благодарю, уважаемые делегаты, за доверие. Республики Саха-Якутия. В этом году было решено провести праздник на священном озере Сайсары. Подготовили площадку для кочевых жилищ. Вдоль озера протянулась трасса для гонок на оленях упряжках. Запахло дымом от печек. Нам по работе приходится часто выезжать в оленеводческие стада. В тайге или в горах, или в тундре они живут так же, как жили их родители. Правда, сейчас в палатке оленеводов прибавились некоторые блага цивилизации. Это спутниковые телефоны, генераторы, бензопилы, мобильный интернет. Это требование времени. Но, как и в старину, в любую погоду они идут с оленями. Как и много лет назад наши предки шли по тропам своих кочевий. Несмотря на рабочий день, на озере было много зрителей. Некоторые впервые видели оленей, и всем было интересно пообщаться с настоящими оленеводами. Праздник шел одновременно на нескольких площадках. Открылся он большим парадом и приветствием гостей. Уважаемый Артем Александрович, парад на торжественное открытие 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия в количестве 70 спортсменов из 13 муниципальных образований построено. Главный судья соревнований Савинов. Слово предоставляется министру сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия Артему Александровичу Александрову. Еще раз торжественное открытие сегодняшних соревнований, посвященных 4-му съезду оленеводов Республики Саха-Якутия, считаем открытым. Давайте начинать наши соревнования. Спасибо всем! Включаем самый холодный Альникорский луг. Горячий привет богатых белком берегов. Алёхмы привезли нам представителей Алёхманского улуса. Приветствуем самый большой улус нашей республики. Оленевский улус. Рикки-Павинский улус. От речки Тамбова истока начал, кочуют оленьи стада, где недра щедры и богаты, шумит береговая тайга. Уважаемые оленеводы, участники съезда, гости, поздравляем вас с началом работы 4-го съезда оленеводов. Сегодня столько народу на этом священном озере. И горожане с удовольствием, мне кажется, познакомятся с культурой, вообще с людьми, прекрасными людьми севера. Я бы хотел отметить, что в работе съезда участвуют не только оленеводы республики. Здесь также участвует президент Ассоциации оленеводы мира Сергей Николаевич Харючи, член ассоциации оленеводы из Монголии и Китая и из оленеводческих регионов России. Мероприятие съезда проводится в дни, когда Якутия отмечает День оленевода и День Арктики. День оленевода был учрежден главой республики в 2014 году в знак признания выдающихся заслуг оленеводов республики, которые вносят значительный вклад в экономическое развитие нашего края. В честь людей, которые сохраняют традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера.
Уверен, что мероприятие 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия послужит дополнительным стимулом для комплексного обсуждения актуальных проблем, связанных с сохранением и развитием оленеводства, и заложат основы дальнейшего комплексного развития традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера Республики. Наша республика является первопроходцем во многих вопросах, в том числе и законодательных. Уникальные законы, такие как, например, о северном оленеводстве, о кочевой семье и кочевой родовой общине и многие другие, являются веской гарантией и инструментом защиты прав всех жителей Севера и Арктики. Елена Христофоровна Голомарева – автор и инициатор многих наших законов, и оленеводы с большой теплотой приветствовали своего поистине народного депутата. В эти дни мы встречались в стенах Государственного собрания Илтумен, парламента республики, в стенах правительства нашей республики. И все-таки пришли к такому мнению, что необходимо дальше разрабатывать законы, которые бы защищали интересы тех, которые занимаются сегодня самым древней профессии оленеводства. Это люди, которые являются пограничниками, это люди, которые являются дозорными необъятных границ нашей страны. В тундре, в тайге, в горах. Это те люди, которые живут своей неповторимой, не повторяющейся каждый день днем. И в этот прекрасный солнечный день, когда и природа нас благословляет, оленеводов нашей республики, мы говорим о том, что в республике у нас есть уникальные законы, которые стали федеральными. Это закон о кочевой школе, закон о кочевой семье, закон о северном домашнем оленеводстве. Но необходимо дальше продвигаться. Пусть все ваши предложения, все ваши мечты сбудутся, и в будущем, через 5 лет, мы на съезде 5-м будем говорить о тех вопросах, которые поднимались на 4-м съезде. Этенге болуң, здоровый болуң, табабыт тыгынчаннан өскәйтен, куру көрі көті høйдияғын, табағаттарға уруй! Ай! Уруй! Уруй! Ай-хал! 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 На съезд оленеводов прибыли гости из других регионов и дружественных стран, из Монголии, Китая в том числе. Как большого друга встречали оленеводы президента Международной организации «Оленеводы мира» Сергея Николаевича Харючи. Сын оленевода, он не понаслышке знает кочевую жизнь. Уважаемые друзья, сегодня и каждый год с наступлением весеннего времени от Кольского полуострова на западе по всем северным арктическим территориям, у самой Камчатки, Анадыря, проводит свой главный праздник хозяева арктических широт, оленеводы. Сегодня эстафету приняла республика Саха-Якутия. Собрались со всех концов огромной республики хозяева тундры, тайги, гор, те, которые живут в величайшей гармонии с окружающим миром, те, которые многие века утверждали уникальную цивилизацию выживания в экстремальных условиях, те, кто 5000 лет назад превращил оленя
дикого оленя, сделав его домашним. Таким образом они заложили основы уникальной культуры, величайших священных традиций многих народов, которые заселяют 2/3 огромного российского государства. Я искренне рад сегодня присутствовать на очередном съезде оленеводов Республики Саха-Якутия и тем более радуюсь участию в этом прекрасном, красивом празднике Севера, празднике Арктики, празднике Северного оленя. Я очень хочу, чтобы сегодняшний день, конечно же, все, кто участвует в этом, на этой площади, на этом празднике, чувствовали себя искренними, настоящими хозяевами этого сурового времени. Чувствовали себя комфортно под этим северным солнцем, радовались жизни, растили детей, берегли своего главного друга, гордого северного оленя. С праздником, друзья! Будьте здоровы и счастливы! Тем временем на площадке вовсю идут соревнования и конкурсы. Конкурс упряжек радует глаза красотой и изяществом украшений. С любовью и благодарностью нарядили своих оленей хозяйки. Долгими вечерами вышивали инмароны и херуки бисером и мехом. Под цветам и узором можно различить даже районы, откуда привезли оленей. В конкурсе кочевых семей в этом году приняли участие 8 семей. По положению обязательно было участие детей. И надо сказать, что все семьи подготовились очень хорошо и в полной мере достойно представили свои районы. На центральной сцене весь день идет концерт творческих коллективов и артистов. Звучали песни на родном языке, и там же провели дефиле национальной одежды. Здесь надо отметить, что с каждым разом становится больше участников. Семьями, родами представляли целые коллекции меховой и ровдужной одежды. Зимняя одежда не только теплая и практичная, но красивая и яркая. Мастерство выделки меха и шитье бисером – все было представлено в полном объеме и красоте. Murantar baksa sistem yang sakakirin ukuran amoktarin masker. Paribat jadi amoktarin sinamit baksa sekat tanahan. Kami представлена одежда традиционная и стилизованная праздничная одежда, длинная и изрозденная. Костюмы мастера народных художественных промыслов Поповой Прасковьи Карповны. Ваши аплодисменты. Аленёвский район. Аленёвский район. Костюмы показывают родственники и члены детского ансамбля «Нижний», руководитель Екатерина Владимировна Кривошапкина. Ваши аплодисменты Кобяйнскому району. Несколько коренных малочисленных народов Севера. Это эвены, ютагины и русские осенние осенниковцы. Душегрея, утепленная из снега песка, ветки черные, камешек, костюмы, Камбонского района. Бурные аплодисменты.
И самым главным моментом, которого ждали все, стали оленьи гонки. Впервые в истории наша национальная вещательная компания «Саха» вела прямой эфир состязаний. И каждый житель республики смог увидеть и окунуться в атмосферу праздника и гонок. Я бы сказал даже, что в отличие от мужчин, да, они ровно, да, очень в таком не хаотично. Ну, это хорошие, но далеко не лидеры, да? Зрелищные массовые старты мужчин и женщин – великолепная демонстрация силы, выдержки и умения оленеводов. Никакая техника не заменит в тайге или тундре надежного друга оленя. Гоночных оленей тренируют с рождения, выбирая по стати и характеру. И гордый олень сам рвется к победе, принося хозяину радость и хорошие призы. В этом году главным призом был автомобиль «Урал», микроавтобус «УАЗ» и снегоход «Буран» за 3-е место. Благодарны спонсорам праздника, промышленным организациям. Надо отметить, что представители больших добывающих организаций в последнее время стараются соблюдать интересы оленеводческих хозяйств. Например, промышленное предприятие «Полиметалл» в этом году выделило хозяйствам Тампонского района 8 снегоходов, которые вручили в торжественной обстановке руководителям общин и СПК. «Буран-лидер» вручается сельскохозяйственному... главы района Якова Иннокентьевича Степанова. Производственному кооперативу «Фактория» Томпо. Сертификат на получение одного снегохода «Буран-лидер» вручается кочевой родовой общине Нёльтень. Сертификат на получение одного снегохода «Буран-лидер» вручается кочевой родовой общине малочисленных народов Севера имени Лебедева. Сертификат на получение одного снегохода «Буран-лидер» вручается кочевой родовой общине Гербенкен. Я от себя еще хочу добавить, что если повнимательнее посмотреть на герб Тампонского района, где по центру размещен олень, горы, это богатство, недра, где мы работаем как недропользователи, сверху символ богатств этих недр. И самое главное, река – это экология. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать эти направления. С праздником! Слово предоставляю директору якутского филиала акционерного общества «Полиметалл» Акамову Александру Витальевичу. Спасибо. Ну, с праздником, во-первых, да, правильно сказал Яков Иннокентьевич, что не только участвовать, но побеждать нужно. Это и в жизни, и в работе. Тем более, так сказать, работа оленевода, она очень сложная. Мы давно сотрудничаем, понимаем все сложности. Весь день на священном озере Сайсары мы радовались и наслаждались праздником. Гордые, загорелые и сильные оленеводы показали нам всю красоту и мастерство. И хотелось бы, чтобы все проблемы и вопросы решались, чтобы сложный труд кочевых оленеводов оценивался высоко, чтобы тучные стада оленей рассыпались с хорканьем по горным распадкам и по широкой тундре. И гордо шли вперед наши герои, сильные, мужественные, гордые и красивые, вслед за своими оленями стадами по древним маршрутам предков. А в теплых домах их ждали любимые жены и детишки. Эрегер Тачинбиден, Аймакань.